6 сентября – День независимости Чеченской Республики Ичкерия. 30 лет назад в тогда еще Чечено-Ингушской Республике произошла национально-освободительная революция. 6 сентября 1991 года, после многодневных массовых митингов в центре Грозного, партийное руководство республики во главе с первым секретарем Республиканского комитета КПСС Докку Завгаевым, кстати, первым руководителем-чеченцем на этом посту, объявило о самороспуске. К власти пришел исполнительный комитет Общенационального конгресса чеченского народа, который руководил бывший генерал Вооруженных сил Советского Союза, командир одной из дивизий стратегической авиации Джохар Дудаев. После проведенных в октябре того же года выборов Джохар Дудаев стал первым чеченским президентом. 12 марта 1992 года Чеченская Республика принимает Конституцию независимого государства. Кстати, у России она появляется более чем через 1,5 года. Она принята у них 12 декабря 1993 года. Во времена правления президентов Джохара Дудаева и Аслана Масхадова 6 сентября отмечалось как национальный праздник – День государственной независимости. Ежегодно в этот день в Грозном проводились военные парады, митинги, шествия, устраивались религиозные жертвоприношения и иные масштабные мероприятия. В первый раз День независимости Чеченской Республики был отмечен в 1992 году. Среди почетных гостей этого праздника были первый президент Грузии Зviad Gamsakhurdия, а также лидер Российской либерально-демократической партии ЛДПР Владимир Жириновский и многие другие. Но позже правительство России начинает предпринимать попытки добиться отказа чеченского народа от своего права на самоопределение. В ход пущено все – созданная, финансируемая, вооружаемая Россией так называемая оппозиция Дудаеву в лице Завгаева, Хаджиева, Автурханова, Хасбулатова, Гантемирова и других, руками которых Россия пыталась сместить законную власть Ичкерии. После ряда провокаций и неудачных вооруженных попыток сместить власть, Россия навязывает жесточайшую войну. Война длится 21 месяц и уносит более 150 тысяч жизней мирных жителей. После того, как вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия проводят успешную операцию «Джихад», блокируют российские войска в Грозном и вынуждает генералитет вооруженных сил Российской Федерации к капитуляции, руководство России соглашается на переговоры. 31 августа 1996 года две воюющие стороны, Россия и Ичкерия, подписывают Хасавюртовские соглашения. Подписанты исторически важного документа в Хасавюрте Лебедь Харламов, Масхадов, Абу-Муслимов. 31 декабря 1996 года – дата, когда последний российский солдат покидает территорию Чеченской Республики Ичкерия. 27 января 1997 года, набрав 59,3% голосов избирателей, Аслан Масхадов избран президентом Чеченской Республики Ичкерия. Выборы были организованы миссией ОБСЕ в Чеченской Республике Ичкерия в присутствии десятков ведущих мировых организаций, в том числе ОБСЕ, Совет Европы, ПАСЕ и других, и признаны исключительно правомочными и без каких-либо нарушений со стороны кандидатов в президенты и кандидатов в члены парламента Чеченской Республики Ичкерия. Лидеры стран, включая президента Российской Федерации Бориса Ельцина, официально в своих телеграммах поздравляют Аслана Масхадова к победе на выборах. 12 мая 1997 года в Москве президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов и президент Российской Федерации Борис Ельцин подписали мирный договор о мире и сотрудничестве, ставший по факту юридическим признанием независимости Чеченской Республики Ичкерия. В договоре указывалось, что все вопросы отныне будут решаться исключительно на основе международного права. Главной начинкой этого исторически важного документа является то, что он был заключен как между двумя государствами, как между Россией и Чеченской Республикой Ичкерия. После этого, нарушая все договоренности, Россия проводит многочисленные провокации на территории Чеченской Республики и навязывает новую войну. Эта война стала самой кровавой в истории чеченского народа.
13 февраля 2004 года в столице Катара, в Дохе, российские спецслужбы убивают экс-президента Чеченской Республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева. 8 марта 2005 года в чеченском селе Дойкоруэль, Толстоюрт, Чеченской Республики Ичкерия, Россия в очередной раз убивает президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова. И это происходит в то время, когда Масхадов приостанавливает боевые действия в одностороннем порядке и призывает Россию к миру. 17 июня 2006 года в городе Аргуне, Чеченской Республики Ичкерия, российские оккупанты и их халуи убивают президента Чеченской Республики Ичкерия Абдулхалима Садулаева. 7 сентября 2013 года погибает Докко Умаров, который приступил к выполнению обязанностей президента Чеченской Республики Ичкерия после Абдулхалима Садулаева. Хочется отметить, что государственный праздник Ичкерии, День независимости Чеченской Республики Ичкерия, отмечался также в самое тяжелое для чеченского народа время – во время войны, на фоне российской оккупации, авиабомбардировок и артобстрелов территории республики. Празднование Дня независимости Чеченской Республики Ичкерия по сегодняшний день происходит во многих странах, где проживают чеченцы, где общественно-политические партии и движения, а также политические эмигранты продолжают вести информационно-политическую борьбу против России с целью деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. Чеченские эмигранты в зарубежных странах не сомневаются в том, что рано или поздно российские оккупационные войска будут вынуждены покинуть чеченскую землю, после чего в присутствии международных наблюдателей будут восстановлены легитимные органы власти Ичкерии, а затем проведены свободные демократические выборы, и мы восстановим свои права, свою государственность и построим наше свободное независимое чеченское государство, и народ этого государства обретет свои гарантии безопасности. Иншаллах. Пусть Аллах помилует всех шахидов, которые отдали свои жизни на пути Аллаха, защищая нашу Родину. Аллах азут побалдует всем масира.